Строительство школы, поликлиник, ремонт дорог, благоустройство городов. Во время прямой линии главы республики поднимали разные вопросы. Ради Хабиров прокомментировал и слухи о собственной отставке. Итак, по итогам прямой линии поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Николай Евдокимов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и связи с общественностью Уфимского университета науки и технологий. Николай Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, мы сегодня с вами обсуждаем именно своего рода подводим резюме прямой линии с главой республики Башкортостан. Вот, наверное, сейчас уже прошла почти неделя. Расскажите, вот какое впечатление оставила на этот раз прямая линия, которая очень долгожданное общественно-политическое событие? Она действительно очень долгожданное общественно-политическое событие, потому что это формат прямой коммуникации главы региона с населением. Понятно, что есть и другие форматы взаимодействия органов власти, в частности главы республики. Это, например, рабочие поездки по муниципалитетам, посещение тех или иных объектов, но все-таки там объект взаимодействия, да, то есть количество людей, с которыми глава взаимодействует, довольно ограничено. А здесь каждый желающий мог задать вопрос. Естественно, не все вопросы прозвучали в эфире, но, по крайней мере, власть получила определенный срез общественного мнения, срез проблем, которые людей волнуют, срез тех задач, которые необходимо решать в ближайшее время, по крайней мере. Ну и получила ответы, по крайней мере, на те вопросы, которые в наибольшей степени волновали. Это спектр вопросов политического характера, социально-экономического характера, ну где-то вопросы, связанные с развитием социальной сферы, культуры, ну и, конечно, большое количество вопросов, касающихся благоустройства, то есть развития муниципалитетов. Опыт показывает, что их больше всего, потому что людей волнуют в первую очередь те проблемы, которые непосредственно их касаются. То есть когда вот они выходят на улицу, когда они идут на работу, проблемы, связанные с обеспечением жизнедеятельности их непосредственно. Поэтому, конечно, их было в наибольшей степени. И отсюда активное участие в прямой линии глав муниципальных образований. Николай Анатольевич, а вот есть мнение, что вот с такими вот мелкими вопросами к главе обращаться стыдно. Вот вы как думаете? Ну, вот, например, ремонт ближайшего двора или ремонт подъезда, капремонт многоквартирного дома. Как вы считаете? Ну, стыдно людям не может быть, потому что люди обращаются со своими проблемами, которые их волнуют, и им абсолютно все равно, как выстроена вертикаль власти, они обращаются к тому человеку, который, на их взгляд, эти вопросы способен решить. Стыдно здесь может быть главам муниципальных образований, что эти вопросы проходят мимо них, и они не получают прямой связи с населением. Хотя глава республики, в общем-то, высказался о том, что он благодарен главам муниципальных образований и не будет заниматься популизмом, в том смысле, что ругать их прилюдно там, и устраивать какие-то выволочки. Понятно, что главы муниципалитетов работают непосредственно на местах, и там действительно довольно много проблем, в том числе объективного характера, не всегда связанных с их непосредственно там виной. Да? Но тем не менее, когда вопросы касаются тех задач, которые можно решить на уровне муниципалитетов, сам, в общем-то, Ради Хабиров говорил о том, что некоторые вопросы, как он выразился, там достаточно плечами пошевелить, да, руководителям на местах для того, чтобы решить. Ну, конечно, эти вопросы должны решаться на местах. Николай Анатольевич, еще один из вопросов, который поднялся, это слухи об отставке главы Республики Башкортостан, слухи об отставке Ради Хабирова. Вот, обсуждали этот вопрос. Как думаете, почему вообще эта тема появилась в СМИ? Ну, вы знаете, вопрос об отставке главы Республики Башкортостан и применительно к Радию Хабирову, и применительно к другим руководителям республики предыдущим, он поднимается постоянно в силу того, что власть всегда является предметом, который заинтересовывает разные политические слои. Власть – это объект борьбы многих различных политических групп, поэтому вопросы об отставке они будут, безусловно, подниматься постоянно. И, в общем-то, Ради Хабиров, на мой взгляд, достаточно справедливо отметил, что как только он пришел в республику в 2018 году, вернулся, точнее говоря, этот вопрос регулярно ставился буквально чуть ли не на следующий день, о том, что вот, ну, теперь это точно его снимают. И тоже было с Рустемом Хамитовым, то же самое было с Муртазой Рахимовым, то есть предыдущими руководителями, которых годами снимали, но в конце концов они, конечно, ушли, потому что рано или поздно это происходит. Вот и здесь, я думаю, примерно такая же ситуация. То есть в условиях, когда нет других возможностей каким-то образом повлиять на общественное мнение, влияние происходит при помощи вброса различного рода слухов, так называемой инсайдерской информации и так далее. Ну и тут, конечно, нужно понимать, что и на региональном уровне есть определенные заинтересованные лица, и на федеральном уровне
есть разные группы влияния, разные политические структуры, которые ведут борьбу между собой и в интересах которых является смена главы республики. Но политическая система в России на сегодняшний день выстроена таким образом, она функционирует таким образом, что все ключевые решения принимаются главой государства, в данном случае президентом Путиным. И есть среди политических экспертов есть достаточно такие проверенные временем, скажем так, маркеры, когда действительно позиции главы региона являются шаткими, да, или наоборот, когда они являются достаточно прочными. И, скажем, о прочности, наоборот, о шаткости позиций такие, я могу только как минимум два назвать, да, примера. Две позиции. Это, во-первых, встречи с главой государства. То есть известно, что Владимир Путин, если губернатор вызывает вопросы, если глава региона вызывает вопросы и принимается решение об отставке, Владимир Путин с ним не встречается. То есть поскольку это некое свидетельство о недовольстве главы региона тем, что происходит. А мы знаем, что лично глава республики у нас встречался с Путиным в этом году дважды. То есть накануне того момента, когда Путин согласился с его выдвижением, точнее предложил ему выдвинуться на второй срок. И вот буквально недавно в Уфе на форуме «Спортивная держава». Это тоже один из маркеров. То есть тоже надо иметь в виду, что если региону поручают выполнять функцию реализации каких-то важных задач, а в данном случае Россия спортивная держава, это, безусловно, федерального значения конкурс. Плюс у нас в Башкортостане прошел и форум регионов России и Казахстана, буквально тоже недавно, да, Ялтинский форум буквально на прошлой неделе состоялся. То есть все это свидетельствует о том, что позиции достаточно крепкие. Это вот только один маркер, который я назвал. Есть, например, второй маркер, это критика главы региона в федеральных средствах массовой информации, причем в респектабельных изданиях. То есть это газеты соответствующие, да, например, Российская газета или Ведомость, это Первый, Второй канал и так далее. Здесь мы тоже ничего подобного не наблюдаем, то есть нет никаких намеков, указаний на то, что федеральный центр недоволен главой региона. Ну а влияние каких-то телеграм-каналов, в том числе, например, анонимных телеграм-каналов, оно, конечно, не может рассматриваться иначе, как в контексте борьбы различных групп влияния за власть. Просто дело в том, что, как правило, Кремль и руководство страны к этой борьбе никакого отношения не имеет. Николай Анатольевич, во время прямой линии главы республики также и обсуждался вопрос именно работы правительства. До сих пор еще остается, пока состав утверждается, окончательно он еще пока неизвестен. Руководители ведомств мы титруем именно с приставкой ИО, исполняющие обязанности. Вот этот вопрос тоже поднимался. Что вы скажете на эту тему? Система власти выстроена таким образом в современной России, да, мы говорим о вертикали власти, например, что назначение ключевых министров требует согласования с федеральным центром. То есть сегодня система такова, что федеральный центр во многом курирует эти вопросы, те вопросы, которые в регионах происходят, поэтому назначение правительства лежит в той же самой плоскости. Здесь, если мы вспомним ситуацию 2019 года, когда Ради Хабиров избирался, да, в 2019 году вот избирался, пришел в 2018, там исполняющий обязанности был год. Так вот, там была примерно такая же ситуация, просто мы немножко уже подзабыли это. То есть там тоже согласование фигуры премьер-министра шло достаточно длительное время, как и согласование некоторых других фигур. Тем не менее, я исхожу из того, что если 5 лет назад кандидатура премьер-министра была согласована, нет никаких оснований полагать, что этого не произойдет на сегодняшний день. То же самое касается и ключевых министров. Я думаю, что это вопрос технический. Так построена бюрократическая машина, такова бюрократическая процедура на сегодняшний день. Конечно, отдельные локальные изменения могут быть в правительстве. Но здесь важно иметь в виду, что, во-первых, правительство и смысл его существования, смысл его работы заключается в том, что общий курс, который берется, социально-экономический, не должен зависеть от одной или двух персоналей. То есть я не думаю, что будет это связано с заменой премьер-министра, думаю, что он сохранится. А что касается смен министров, руководителей ведомств отдельных, мы это наблюдали и в течение всего срока руководства Ради Хабирова, да и других глав регионов, то есть это периодически происходит. И второй момент, я думаю, что большинство жителей республики, при всем уважении к нашему правительству и к профильным министрам, вряд ли знают состав правительства достаточно хорошо. Им важно выполнение функций. Им важно, чтобы система здравоохранения работала. Им важно, чтобы система образования работала. Для бизнесменов важен
инвестиционный климат, например, да, и персоналии в данном случае вторичны. Понятно, что общий курс будет осуществляться главой региона, вот, исходя из его понимания того, что необходимо, ну а он, в свою очередь, является проводником того курса, который федеральный центр осуществляет. Ну и при этом во время прямой линии глава республики отметил, что правительство продолжает работать, что если даже будут какие-то замены, вот как вы говорили, точечные, да, оно все равно продолжает функционировать, несмотря на то, что есть и исполняющие обязанности. Конечно, да. Дело в том, что правительство – это прежде всего функционал. То есть правительство, оно не столько субъекты, то есть министры отдельные важны для выполнения задач, сколько те функции, которые на них возложены. И, собственно, человек профессионально подготовленный, который занимает эту должность, понятно, что кадры решают многое, профессионально подготовленные кадры, да, и их необходимо подбирать. Но ведь главный вопрос управления, во-первых, в том, чтобы система функционировала без сбоев, вне зависимости от того, кто является руководителем того или иного направления работы. А во-вторых, проблема ведь не в том, чтобы снять человека с должности, проблема состоит в том, чтобы назначить кого-то. Да? То есть управленческое решение состоит не в снятии, не в увольнении тех или иных людей, а в том, чтобы подбирать кадры таким образом, чтобы они эффективно функционировали и выполняли задачи, которые перед ними стоят. Вы уже вначале обозначили, какие темы вас интересовали прежде всего, ну, как кандидаты политических наук, разумеется, политические вопросы. А вот эта прямая линия, может быть, какое-то было откровение для вас, открытие. Чем она запомнится для вас? Ну, вы знаете, проблемы внутриполитические, например, проблемы гражданского общества, они всегда поднимаются в меньшей степени, чем социально-экономические. И в этом смысле я не сказал бы, что это прямая линия с содержательной точки зрения или структурно чем-то отличалась. Тем не менее, я с удовлетворением для себя отметил, что те острые вопросы, которые в общественном сознании муссируются, ну, как вопрос о правительстве, например, вопрос об отставке, так называемой, да, главы региона, некоторые другие вопросы политические, в общем-то, несмотря на ожидания, может быть, некоторых наблюдателей, они не были проигнорированы, их не обошли стороной, и, в общем-то, власть попыталась на них ответить, в лице главы региона Ради Хабирова. И, соответственно, те люди, которые ожидали этих вопросов, они получили на них ответы. То есть вот те острые вопросы, такие политические, да, где-то, может быть, достаточно сложные, они не были обойдены вниманием. Николай Анатольевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию и пообщались с нами по итогам прямой линии главы Республики Башкортостан. Спасибо. Вам спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.